Преступления, не имеющие срока давности, и жестокие карательные акции – то, чем ознаменовано начало 20 века для остинского народа. Меньшевистское правительство Грузии после распада Российской империи взяло курс на создание исключительно национального государства, где не было места другим народам. Сабля карателей не миновала и осетинский народ. С 17 года шла перманентная агрессия. Апогей пришелся на июнь 1920 года. Правительственные вооруженные силы Грузии начали полномасштабную акцию по истреблению и изгнанию остинского народа с земли предков. 12 июня грузинские войска с использованием всех видов имеющихся у них вооружений, в том числе авиации, вторглись на территорию Южной Осетии и предали Южную Осетию огню и мечу. Тысячи людей были физически истреблены только за то, что они были осетинами. А масса людей вынуждена была, спасаясь от агрессоров, найти убежище в Северной Осетии. Но переход через горы был очень сложным. И во время этого перехода через заснеженные горы погибло тоже тысячи людей. Из моих близких родственников во время этого переселения погибло 9 человек, из них 8 детей, 8 маленьких детей и 1 старик. Жестокость, которую демонстрировала грузинская гвардия, поражает воображение. Не щадили никого, не гнушались убивать беспомощных стариков и детей, насиловать женщин. Можем ли мы это забыть? Конечно же нет. Можем ли мы это простить? Ни за что. К сожалению, суд человеческий не состоялся. Суд Божий состоялся. Все, кто принимал участие в этих преступлениях, погибли, были убиты, умерли в нищете, сами оказавшись в эмиграции во Франции. Но суд человеческий, к сожалению, пока не состоялся. Можем ли мы ожидать от грузинского правительства признания этой вины? Конечно же нет. Истребляя на своем пути все живое, каратели получали от учиненных зверств удовольствие, о чем не стеснялись говорить в своих воспоминаниях позднее. Большая часть деревень Южной Осетии была истреблена физически, то есть сожжена. Об этом красноречиво, в кавычках, повторяю, пишет грузинский военачальник Валико Джугели, который радовался виду огней осетинских домов. И, повторяю, только благодаря усилиям юго-осетинских защитников части населения удалось спастись, но даже в течение всего 2020 года власти Грузии проводили политику геноцида, то есть политику выселения всех оставшихся в горах, в лесах спрятавшихся осетин за пределы Южной Осетии. У преступления против человечности не может быть срока давности, какие бы меры ни предпринимались для того, чтобы переписать историю, как бы Запад не старался закрывать глаза на подлинную историю осетин. Грузия, грузинское правительство, по большей части и все грузинское общество были участниками преступлений против целого народа. Не по партийному признаку, не по имущественному, не по классовому, а именно по национальному признаку. Убивали не осетин коммунистов, не осетин большевиков, не осетин богатых, не осетин купцов. Убивали осетин. Когда преступление остается без наказания, оно имеет обыкновение повторяться. Так случилось и на сей раз. Не осудив действия меньшевистской Грузии и не призвав к ответу виновных за смерть тысяч невинных осетин, наши соседи почувствовали вседозволенность, продолжив политику геноцида и после. Я поддерживаю обращение Министерства иностранных дел Южной Осетии к правительствам народов мира с тем, чтобы признать геноцид народа Южной Осетии со стороны Грузии, осудить его. Это нужно во имя справедливости, во имя добра и человечности. Сегодня мы ожидаем признания геноцида от международного сообщества. Наши государственные органы обращаются в органы власти западных стран. Но я считаю, что там ответ будет такой же, как и все эти годы. Мне кажется, более полезным обращаться к простым людям. Именно посредством народной дипломатии работать, и не побоюсь этого слова, может быть, это такое грубо звучит работать, но общаться с простыми людьми, с общественными организациями. Потому что, в конце концов, именно обыватели во многом на Западе, как это не прозвучит странно, определяют действия правительства посредством своего контакта с органами власти.
Наш народ даже по прошествии веков не забудет то, через какое испытание пришлось пройти нашим предкам, чтобы сохраниться как этнос. Сегодняшние и будущие поколения будут добиваться признания факта геноцида против осетинского народа, сколько бы лет ни прошло. Роза Тедеева, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня.